В начале этого года мы стали свидетелями того, как главы других государств пытались переписать мировую историю, как предпринимались попытки обесценить подвиг советского народа в Великой Отечественной. Россия сильна своим единым народом, готовым встать на защиту ее интересов, отстоять родную территорию, народом, объединенным общей историей, духовно-нравственными ценностями, моральными устоями и традициями. Благодаря этому мы и победили в страшной войне, и никто не имеет права отнять у нас эту победу. Защищая свой суверенитет, охраняя целостность своей территории, государство обеспечивает безопасность своего многонационального народа, живущего в нашем общем доме – России. Во время Великой Отечественной из Якутии на фронт защищать родину отправились 63 тысячи человек. 38 тысяч из них погибли. Еще 6 тысяч пропали без вести. Воины-якутяне покоятся в братских могилах в Белоруссии, Украине и на Прибалтике. Статья 67. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются. С учетом нынешней эпидемиологической обстановки в мире не менее важно обеспечение безопасности голосования. Главной задачей избирательной комиссии является обеспечение безопасности для здоровья как для голосующих, так и членов избирательных комиссий. Мы принимаем все зависящие от нас меры, которые рекомендованы нам Центром избирательной комиссии России совместно с Роспотребнадзором Российской Федерации. На каждом участке будет организован пункт температурного контроля. При входе размещен дезинфицирующий коврик. Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, таких как одноразовые перчатки, маски и одноразовая ручка. В целях соблюдения социальной дистанции будет нанесена разметка. В течение всего дня участок голосования будет неоднократно проветриваться и обрабатываться дезинфицирующим раствором. Также в целях безопасности у граждан есть возможность проголосовать на дому. Это далеко не все поправки в Конституцию Российской Федерации, которые гражданам предстоит принять 1 июля всей страной. Но именно они демонстрируют нам, как важно проявлять свою гражданскую ответственность.